Путь до 27-й школы в селении Нижние Очулки для детей – настоящее испытание, говорят местные жители. На региональной трассе Назрань-Зязиков-Юрт движение интенсивное, представляет серьезную опасность для пешеходов, особенно с учетом водителей, нарушающих правила дорожного движения. Именно эту трассу детям приходится переходить, чтобы добраться до школы. Родители каждый день с боязнью отпускают их на учебу. Деберлозлет, чоголозлет, да, Римас, директору Эллер, Москве, Айкиня, они да бахаш, Москве, операция инвалиды сердек. По словам местного жителя, проблема существует уже не первый год. Они неоднократно обращались с призывом обезопасить этот дорожный участок в Минавтодор и районную администрацию. Также жители и коллектив школы жалуются на неисправность источников освещения, которые установлены на пешеходном переходе. Они не работают в ночное время суток, поскольку в школе 2 смены, в час пик на этом участке становится особенно опасно. Местные администрации, которые отвечают за освещение в селе, комментировать этот вопрос не стали, но заверили, что проблему решат. Директор школы отмечает, что педагоги делают все возможное для обеспечения безопасности воспитанников. Мы регулярно проводим беседы, рейды совместно с сотрудниками ГАИ, с нашим помощником, работником ПДН Зариевым Магомедом. Регулярно проводим акции, которые посвящаем как раз-таки безопасности дорожного движения. Родителей просим соблюдать правила дорожной безопасности, но, к сожалению, вся эта работа не дает нужного результата. По факту пешеходный переход возле учебного заведения оборудован в соответствии с ГОСТом. Установлены искусственные неровности, все необходимые знаки предупреждения о пешеходном переходе, ограничители скорости и разметка. Однако это не останавливает водителей лихачей, которые выезжают на встречную полосу и создают опасные ситуации. Кроме того, искусственная неровность со временем деформировалась под воздействием тяжелогрузов и теперь не создает ожидаемого дискомфорта при высокой скорости. Сотрудники Минавтодора также обещают решить эту проблему в течение недели. Те искусственные неровности, которые мы будем применять здесь, асфальтобетонные, будут недостаточны, тогда будем рассматривать вопрос о том, чтобы иметь пластиковый, железный искусственный неровность. Возможно, такие меры действительно повлияют на дисциплину водителей, однако жители села и сотрудники школы не ждут значительных результатов. Они предлагают установить видеонаблюдение и фотокамеры, которые будут фиксировать нарушения и наказывать лихачей рублем. Камер юр мысал цак худацер. Они алче несознательный, цакамы бедуар, цакама эдуачи водитель бывенники. Biz malaj beyalçı keser 500 рублей şigir daqır qıyır jel lağlus kamera yolış xuli. Şigir 500 рублей daqır qıyırış. No bir dagdalıç, sak dagvalıç. Может быть, с помощью этой камеры можно будет дать понять водителям, что в сельском поселении, в любом, неважно, наше это или какое-то другое, они снижали скорость и ехали на соответствующей скорости. С одной стороны, новые неровности и препятствия на дорогах могут вызвать недовольство автомобилистов, которые столкнутся с дискомфортом при передвижении. Однако, с другой стороны, подобные изменения могут заставить их задуматься над тем, стоит ли нарушать. Директор школы призывает автолюбителей быть бдительными и аккуратными на дорогах. Я обращаюсь ко всем водителям Республики Ингушетия. Пожалуйста, берегите наших детей, наших людей, берегите себя сами, пожалуйста. Очень прошу вас, ездите, пожалуйста, осторожнее. Адам Гулоев, Молодгири Ахильгов, Магаз 24.